На прямой линии главы республики был поднят вопрос и цифрового неравенства. Люди, приезжающие на лето в село Грива Кайгородского района, интересовались у главы, почему в 21 веке там нет сотовой связи. Владимир Уйба опроверг информацию и предложил позвонить в Гриву. Мы пообещали проверить, возьмут ли жители села телефонную трубку. Позвонили, там трубку взяли. И вот что нам рассказали. До недавнего времени, а это до где-то 12 ноября, у нас действительно были серьезные проблемы с сотовой связью, но у нас в этом году установили вышку Теле2, затем приезжали представители Ростелекома, раздавали людям бесплатные сим-карты, и уже с 12 числа связь появилась. Связь есть у всех, люди очень довольны. С Минцифры приезжали представители. Вместе с главой они проехали по всему селу. В самых отдаленных и самых неудобных 8 точках они смотрели, значит, зону покрытия. Зона покрытия очень хорошая, даже сказали, что лучше, чем в Сыктывкаре. Владимир Уйба напомнил, что недавно завершился конкурс, в котором могли принять участие только села, в которых живут от 100 до 500 жителей. Было выбрано 14 населенных пунктов, в которых в 2022 году проведут сотовую связь и интернет. Стоит отметить, что сейчас идут работы по устранению цифрового неравенства в Большом Галово и Маш-Юге Ижемского района.